На ТЭЦ идет ремонтная кампания. Ежегодно у нас на 1 месяц мы приостановили подачу горячей воды. Мы должны закончить, идет ремонт котла агрегатах, турбогенераторах. Все полностью снимается изоляция с этих труб, полностью прочищается для того, чтобы найти дефектные места, чтобы в зимний период не было этих проблем. Здесь идет работа полные круглые сутки, чтобы успеть. У нас времени очень мало. Когда строился новый блок и старый блок, у нас везде стоят фильтры для этого. Опять же идет работа по очистке этих фильтров, понимаете, мы ежегодно это делаем. Знаете, мы рассматриваем вопрос перевод Бишкекский ТЭЦ с угля на газ. Перед нами поставлена задача Кабинета министров рассмотреть. Совместно с «Газпромом» мы этот вопрос отрабатываем. Газ стоит дороже, чем уголь. Вы прекрасно знаете, мы тоже за то, чтобы наши горожане, как говорится, чувствовали свежий воздух в городе. Но здесь еще вопрос другой. Вот сейчас мэрия города Бишкек очень колоссальную работу сделал по закрытию свалки, городской свалки, понимаете? Эта свалка круглый год надо дымить. Есть распоряжение о передаче ТЭЦ город Бишкек. И дальше рассматриваем еще один вопрос, может быть, создание госпредприятий. Для чего делается? Вы сами знаете, у нас в Кыргызстане 90% вырабатывается зеленая энергетика. А в мире она сейчас, в данное время, она в цене, это зеленая энергетика. Мы не хотим, чтобы вот эти 90% выработанной зеленой энергетики, она смешивалась с ТЭЦ, тогда не получится зеленая энергетика. Поэтому мы его хотим отделить. Достроив все гидроэлектростанции, Кыргызстан будет вырабатывать только зеленую энергию. Гидроэнергетика – это зеленая энергия. Ни газ, ни, там, как говорится, ни нефть, ни уголь это не относится. Поэтому мы хотим, чтобы энергосистема была совсем чистой, зеленой.